Для увеличения налогооблагаемой базы АТО Гагаузии начальником администрирования налоговой инспекции Камарадского района было предложено увеличить налог на предпринимательский патент. Что бы мы хотели предложить? Мобильные налоговые посты, конечно же, это хорошая идея, но у нас на территории Гагаузии есть закон о предпринимательском патенте, который был принят еще в 1996 году, и ставки остались на уровне тех лет. То есть в среднем стоимость патента 90 лет. Для наших патентообладателей это небольшая сумма. Эта идея вызвала всплеск недовольства со стороны патентообладателей, работников рынка, которые вне зависимости от времени года и погодных условий работают под открытым небом, стараясь заработать. То, что стоишь по 2-3 недели на базаре и собрать только на один патент или это, они об этом вообще не думают. И все время поднимают. Не ходят, и мы тут стоим окочурены, и поднимать еще. Куда еще поднимать? Полюсы подняли, от этих полюсов такой толк, что все равно... Куда еще поднимать? Мы здесь стоим, мерзнем, что они думают, что мы большие деньги зарабатываем здесь за какие-то копейки. И вообще эти копейки нету. Я реализатор, зарплаты нету, а в холоде надо стоять. Выслушав доклад выступающих, глава автономии Михаил Формузал отметил, что повышение цен на патенты не есть выход из ситуации, так как патентообладатели – это мелкие предприниматели, и их заработок не так уж велик. Что касается патентообладателей, я выслушал ваше предложение, но считаю, что эту тему трогать нельзя. Патентообладатель – это не производитель. Он покупает товар, он его продает. Вы на него сейчас увеличите, предложение будет, увеличите ему патент, что он будет делать? Он увеличит цену на реализуемый товар. У нас население и так злое и недовольное. Зачем нам злить собственное население? По мнению Башкана, искать налоги нужно в другом месте, а именно у производителей продукции и там, где их могут скрыть. У нас интересная получается ситуация. Мы экспорт за 2010 год, экспорт продукции из Гагаузии превысил 1 миллиард лей. А теперь посмотрите, сколько должно быть НДС. Мы получаем НДС 30 миллионов, так или не так, по результатам 2011 года? 30 миллионов, да? 30 миллионов. Да. Даже если брать 8%, даже если брать, что все сельхозпродукция, с миллиарда сколько миллионов должно быть? 80 миллионов, так или не так? Без налогов не может существовать ни одно государство. Уплата налогов – это обязанность каждого по закону, так как налог платится, чтобы государство могло существовать. Ну а патентообладатели могут быть спокойны. В ближайшее время налоги на патенты не поднимутся.